Итак, друзья, у нашей организации мы сейчас говорим, чтобы, вы понимаете, теперь мы говорим об объединении. Организационный комитет объединенной оппозиции, оргкомитет оппозиции. Мы опубликовали в Telegram под названием «Свергнем режим» план действий мирного свержения режима. План действий. Многие до сих пор продолжают бояться Путина, что Путин как в 2022 году приедет и поможет Токаеву. Теперь я хочу сказать, что Путина в этом смысле бояться не нужно. Мы даже и при этом, полагая, что Путин может помочь, написали план действий «Свергнем режим». Зайдите в Telegram «Свергнем режим» или в Instagram аккаунт «Свергнем режим», и там план детально расписан. Ну, смотрите, давайте мы разберем ситуацию по рискам, что будет внешняя помощь. Путин недавно не смог помочь армянам. Армяне являются членами Евразийского союза, являются членами ОДКБ. Никол Пашинян вообще подписал решение о вводе войск в Казахстан в 2022 году, потому что он был председателем, как страна, Армения была председателем ОДКБ, и он это решение подписывал. А теперь посмотрите, Путин ослаб до такой степени в войне против Украины, что он не в состоянии был оказать военную помощь Армении. Ну что такое Азербайджан? Это небольшая страна, всего лишь 10 миллионов населения, небольшая армия. И Путин, имея миллионную армию, не смог оказать помощь Армении. Это о чем говорит? О том, что тем более он не сможет оказать помощь нашему режиму, когда мы будем свергать режим Назарбаева, Токаева в Казахстане. То есть это уже угроза отсутствует. Но даже если бы она существовала, мы говорим, что мы, имея такое количество протестующих, занимаем акиматы, назначаем временно исполняющих акимов, местная власть будет под нашим контролем. Мы формируем временное правительство сроком на 6 месяцев. Я буду возглавлять это временное правительство. Соответственно, уже подготовленный и опубликованный проект указов об аресте Назарбаева, Токаева и ряда лиц, которые руководят силовыми структурами, Комитет национальной безопасности, Министерство обороны, МВД и так далее, которые должны быть арестованы. То есть план действий нами расписан, затем после того, как будет свергнут режим, будет объявлен состав временного правительства, мы занимаем аэропорты, телеком, восстанавливаем связь, и тогда никакие возможности с точки зрения оказания помощи режиму Назарбаева-Токаева у Путина не будут. Понимаете, ясный, простой план. Что значит нам нужно? Мы понимаем, что делать. Мы понимаем, какую страну мы хотим построить. Мы хотим построить демократическую страну. Но у нашего народа должен быть выбор. Именно поэтому временное правительство, поддержанное протестующими, приходит на срок во власть не более 6 месяцев. За эти 6 месяцев мы должны объявить выборы в парламент. И вы, избрав тех депутатов, которые вы считаете заслуживают доверия, вы фактически формируете парламент, а парламент назначает премьер-министра и министров. Вот это первый шаг. То есть у нашего народа будет выбор. Каждый, кто хочет зарегистрировать партию, даже состав партии будет 3 человека, 3 учредителя. Они выходят со своими программами, убеждают избирателя, чтобы поддержал народ эту партию на выборах. Победившая партия формирует правительство. Победившая партия набирает большинство в парламенте. Понимаете, очень простой путь. Это не так, чтобы одна группа пришла к власти, узурпировала ее, и опять 20 лет одна партия будет у власти. Нет, через 6 месяцев будут выборы. Вот мы такую модель вам предлагаем. Что для этого нам нужно? Нам нужно всего 2 вещи. Нам нужно, чтобы минимум 500 тысяч человек вышло на митинги, когда мы назначим дату, раз. И нам нужны организаторы. Вот, видите, все очень просто. Организаторы — это ячейки. Сейчас у нас
организовано 420 ячеек, а нам нужно 4000. Ячейки можно организовать вообще буквально за месяц максимум. Или вы один создаете в Telegram, присоединяетесь к штабу, или приглашаете своих близких, доверенных людей, членов семьи, своих друзей, коллег по работе. За один месяц мне говорят, что вот видите, 420 ячеек так долго создавалось, так причина же не в нас, а причина в том, что наши люди еще медлят, и просто нужно быстро создать эти ячейки. И как только мы эти 4000 ячеек создаем, значит у нас есть 20 тысяч организаторов, лидеров протеста по всей нашей стране. Понимаете, как все просто? Теперь стоит вопрос, а как же вывести людей? Кто-то боится, кто-то еще не готов. Ну, смотрите, друзья, в этой связи я, кстати, обращался, несколько раз писал посты и говорил, давайте мы в октябре проведем митинг и объявим такие требования, которые, ну, они созвучны, воздействуют, принимаются всеми регионами нашей страны. Не местные какие-то локальные проблемы, их тоже надо поднимать на митинге, а такие, которые потянут за собой, заинтересуют миллионы. Вот я в этой связи хотел бы сам принцип просто пояснить. Почему миллионы? Ну, допустим, мы выдвигаем какие-то требования, наш народ хочет перемен, хочет, но мы хотим, чтобы эти требования удовлетворяли миллионы, допустим, 10 миллионов человек. Какие требования? Такие требования, которые бы были реализуемые, не фантастические. Ну, например, мы говорим следующее. Сейчас нынешние пенсии, почему я говорю о пенсиях, в нашей стране 2 миллиона 200 тысяч пенсионеров. Мы знаем, что пенсионеры у нас очень активные. Вот у них сейчас по официальной статистике где-то 120 тысяч тенге считается пенсия. Это средняя пенсия. У кого-то 60, у кого-то 80, у кого-то 150. Средняя пенсия 120 тысяч тенге. В соответствии с программой демократического выбора Казахстана мы говорим, к существующей пенсии мы будем доплачивать минимальную гарантированную пенсию в размере 150 тысяч тенге. Первый год реформ. А в течение 4 лет, пока партия демократического выбора Казахстана будет у власти, этот размер вырастет 400 тысяч тенге. То есть фактически суммарно будет так. Мы гарантированную минимальную пенсию через 4 года будем выплачивать 300 тысяч. И затем еще даже будет существующая какая-то пенсия у человека, точнее, мы не 300, я сказал, извиняюсь, 200 тысяч, у человека будет 200, суммарно пенсия будет 400 тысяч. Это приблизительно 800 евро. 800 евро это больше, чем в Эстонии. Чтобы вы понимали, Казахстан одновременно с Эстонией вышел из Советского Союза, и сейчас там средняя зарплата где-то приблизительно 800 тысяч тенге. Можете себе представить? 800 тысяч тенге. Вот такая вот у них зарплата. А у нас, когда говорят средняя зарплата там 200 с чем-то тысяч тенге, люди смеются, говорят, что это не может быть. А в Эстонии вот такая вот зарплата. То есть мы фактически за 4 года начинаем обгонять по выплате пенсии. Я уж не говорю, что по зарплатам будет то же самое. Почему? Потому что в Эстонии нет нефти, газа, золота, урана. Вообще ничего нет. И вот, представляете, это страна, которая одновременно вышла с нами из Советского Союза, она сейчас обогнала все восточноевропейские страны. Польшу, Чехию, это среднеевропейские страны, не имея ничего. А мы, конечно же, за 4 года по уровню выплат пенсий, зарплат мы как минимум догоним. Как минимум. Потому что возможности у нашей страны огромные, уважаемые друзья.